Наверное, когда-нибудь, если мы расскажем, на каком оборудовании мы это начинали, даже профессионалы скажут, что мы безумцы. Здесь у людей веры нету, надо доказывать всем, что ты можешь. Либо тебя затягивают в какие-то мелкомасштабные истории, там реклама, YouTube. Кино же это повествование истории, и мы всю жизнь живем, рассказывая друг другу истории, делимся этими звуками. Молодежь, которая приходит, она начинает и бросает. У них много отвлечений. Они день в Феогдоне, день на похоронах. Я вот, работая осветителем, получал 150 тысяч зарплату, не напрягаясь вообще. А что скажут за нас тогда завтра? Вот были осетины во времена цифровизации, VR. Что они сделали? Меня зовут Заур. Занимаюсь я, как мой отец говорит, бездельем. Наверное, ему виднее. На данный момент кино занимаюсь. Пытаюсь, по крайней мере. Хочу срежиссировать что-нибудь один раз нормально. Пока получается с переменным успехом. Но двигается. Вот. Так закончил строительный, занесло в КВН, оттуда занесло в кино. 3 образования, а, как говорится, от диплома нету пользы без знаний. Ну и знания есть. И как оказалось, и знания тоже сегодня не нужны. Поэтому вот приехал я, 7 лет не был. И вот приехал, смотрю, молодежи запал есть. Талантов много, личностей мало, терпения мало, воли мало. И кому интересно, мы вот как бы пытаемся сейчас что-то здесь выстроить хотя бы наподобие индустрии в плане кадров. Вот, наверное, этим я сейчас занимаюсь. И как бы всю жизнь это было интересно. В принципе, кино же это повествование истории, и мы всю жизнь живем, рассказывая друг другу истории, делимся этими звуками. И как бы это у каждого человека есть. Потом, наверное, я в какой-то момент понял, что на данный момент кинематограф, и как оказывается, я оказался прав, как бы ничего нового не открыл, это на самом деле такое же информационное оружие, как и любое другое оружие. То есть, иной раз мы относим себя к воинственной касте, надо сегодня научиться правильно воевать и использовать этот инструмент. Иначе сегодня мы уже проигрываем многие вещи, и завтра мы останемся в забвении. В 2012 году мы вот сделали передачу «Футбол Про», это про последний год Алании был. И вот снимали закулисье, то, что закрыто от зрителя. Но, черт возьми, мы тогда не знали, что такое YouTube и как его раскручивать, поэтому просто выкидывали этот материал. Но людям заходило, и, в принципе, до сегодняшнего дня никто похожего не пробовал делать. Такие опыты были. Рекламу снимали. И в какой-то момент, когда ты знания ищешь, ты начинаешь искать. Ну, так как у нас кинохроника и киноиндустрия в упадок большой пришла, у тебя нету людей, кто бы могли тебе дать на сегодняшний день те знания, которые нужны. И пришлось поехать в Москву. Там тоже волей случая мы попали в киноиндустрию. И где-то около 4 лет мы проработали на ТНТ. Начиная со осветителей и заканчивая каскадерами, мы все цеха изучали. Потом ушли оттуда, и мне пришлось все-таки поступить на режиссуру, хотя я уже не нуждался в ней, но надо было иметь бумажку какую-то. Ну и плюс еще мне надо было в Москве тоже найти людей в этой сфере, то есть некая коллаборация, потому что отсюда мало кто уезжает и ставит все на карту, особенно в таких условиях, в которых мы находились. Я закончил, сделал диплом,
случайно увидели в Роскино бэкстейдж с моего диплома, и за неделю до Канн меня включили шестым. Выбиралось 5 режиссеров с курса. Мне об этом не сказали на учебе, потому что я такой персонаж. Как сказать? На учебе тебе рассказывают об антураже и о теории, которая не имеет никакого общего с реальной действительностью. Вот. И так как я пришел уже изнутри этой кухни и знаю, как все устроено, соответственно, с людьми, которые считают себя теоретиками кино, возникает спорный конфликт. Это нормально. И я так был, так сказать, на позиции андердога там. Ну, не один, нас там пару таких было, реалистов. И вот ролик мой поехал на стенд российский в 2019 году. И мне, как самому везучему человеку, не дали визу за всю историю Роскино. Вот. Ролик поехал, свои задачи сделал. Тем более я его за 2 часа снял, там особо нечего о нем рассказывать. Но я так подумал, если такой ролик их удивил, то что будет, если что-то нормальное снять. Вот. И вернулись мы в Осетию год назад по, так сказать, семейным обстоятельствам. И вот меня молодежь начала спрашивать, узнавать. Но я говорю, если у вас хватит терпения, воли, дыхалки, я на один такой рывок могу собраться. Вот мы собрались, я написал с Германом. Герман наш очень близкий парень, молодой, перспективный сценарист, режиссер. Вот мы написали историю, которую, в принципе, сейчас пытаемся реализовать. Ну и параллельно запустились такие процессы. Мы все эти годы много проектов каких написали, наработки есть и по историческому кино, и по тому же нардскому эпосу. Так сложилось, что когда ты работаешь, есть еще люди, которые годами над этим работают, и в какой-то момент вас жизнь сводит. И сформировался такой некий костяк таких отчаянных. И вот мы продолжаем эту деятельность тихо-тихо делать. Вот сейчас изучаем 3D-анимацию, то есть это сложные программы такие. Я не знаю, это интересно в такую техническую сферу входить. Это ZBrush, Unreal Engine, это то есть то, на чем делает сегодняшний контент. Ну, наверное, когда-нибудь, если мы расскажем, на каком оборудовании мы это начинали, даже профессионалы скажут, что мы безумцы, потому что это все делается на другом техническом обеспечении, я так скажу. Ну, других вариантов нету, поэтому вот сейчас мы разработали одного персонажа. В музее Согу есть доспехи, сарматский, скифский доспех. Вот мы его отсканировали как могли с рук. И вот из него примерно что-то уже вырисовывается. Плюс еще мы работаем над домом Коста сейчас. И у нас еще идет работа вот сейчас над селением нартов, так называемым, мы его потихоньку собираем. Но мы все равно очень сильно отстаем от всех. Здесь у людей веры нету, надо доказывать всем, что ты можешь. Либо тебя затягивают в какие-то мелкомасштабные истории, там реклама, YouTube. Это все не то. Мы кинематографисты и стараемся что-то для этого делать. Сделали показы. Нас киноклуб называют, но мы не киноклуб. Они бесплатные. Они в основном для того, чтобы люди, которые занимаются съемками, чтобы они понимали, как работает история на уровне сценария и заканчивая титрами. Почему цвета такие подбираются под жанр, как свет ставится правильно, для чего такой свет нужен, как создавать напряжение всеми этими инструментами, как в кино внедряются определенные вещи на уровне идеологии или на уровне рекламы. Потому что люди сегодня, за счет того, что молодежь клипово мыслит, она думает, что им что-то новое показывают. На самом деле им просто
так сказать, как косметический ремонт старому делают и выдают это за что-то трендовое или так мейнстримное, вот как Нолан с «Интерстеллар», а «Космическую Одиссею» Кубрика 1968 года, если я не ошибаюсь. Как бы он там все сказал, и по сути Нолан просто скопировал уже более с крутой техникой. Хотя и тот фильм не уступает даже по подаче. У Кубрика в 1968 году уже были планшеты, скайп и все это остальное. В России, в Москве кинематограф, он давным-давно распределен, и он работает по очень, так сказать, неэффективной схеме. Ну, потому что, наверное, это и не нужно. И играть в эти игры, допустим, мне нет интереса, потому что ты посвящаешь весь свой потенциал для создания чьих-то не самых качественных и правильных идей. По сути, в России за 30 лет большая часть, особенно в сериальной индустрии, это все адаптации уже зарубежных фильмов или сериалов. Поэтому выходит, так сказать, не очень реалистично, что ли. Ты смотришь, ты понимаешь, но нет. Мы должны истории про себя рассказывать. Это мое, опять же, ощущение и понимание. В кино, чтобы заработало в Осетии или там в России, в него надо сразу заливать большие деньги. И заливать не на фильмы, а на площадку. То есть на оборудование, на технику. Это, вы не можете выпускать продукт, не имея завода. Не имея завода, это невозможно. Это будет просто домашнее производство такое в условиях рынка. Это просто вот выйти на базар с этим производством и попытаться его продать. Молодежь, которая приходит, она начинает и бросает. У них много отвлечений. Они день в Феогдоне, день на похоронах. Такие причины, о которых ты даже и не поругаешь. Тем более ты им не платишь, они к тебе не привязаны. Все на добровольных началах. Поэтому кому-то тяжело становится, кто-то чуть-чуть научился что-то моделировать и сразу берет заказы на рекламу тут на местном уровне. А это трата времени молодого потенциала, я считаю. Потому что я вот, работая осветителем, получал 150 тысяч зарплату, не напрягаясь вообще. А если это реклама, я бы за 3 дня бы эти деньги заработал в Москве. Вот вы меня снимаете сейчас, да? Как бы фотоаппараты позволяют, но фокус-пулер, кто крутит фокус, получает в день 7500-8 тысяч рублей. Это на рынке российского кино, который на самом деле мне до сих пор не ясен до конца. Когда нам говорят, что вот цифра, нет, все топовые американские фильмы по сей день снимаются на пленку, особенно на старую пленку, на старые кинокамеры. От «Омерзительной восьмерки», «Интерстеллара» и любых кассовых блокбастеров и там серьезнейших работ. Потому что это и есть магия кино, разные процессы. Цифра никогда не передаст душу. Пленка – это химический процесс, основанный на пленку вообще из кишков, так это и делает. Если кто не знает, это фотосинтез почти что природный. Поэтому качество пленки приблизиться цифра может, но заменить ее очень сложно. И поэтому они никогда не отказывались. И вот в России в апреле Kodak возобновил производство кинопленки. Но это дорогое удовольствие. Потому что мы, допустим, сейчас можем остановить, перезаписать, а пленку ты не перезапишешь. Там надо знать текст, все должны быть готовы. И там у тебя не больше 5 дублей, если ты Фрэнсис Форд Коппола, который плакал и убивался, когда у него на «Крестном отце» закончилась пленка. Он так рыдал, что Аль Пачино подошел и спрашивает, что случилось. А там на одну сцену важную, по-моему, свадьба, когда у них была, не хватило пленки и денег не было. И артисты скинулись и купили ему пленку. Такого я сегодня не видел в последнее время, не наблюдал, по крайней мере. Может быть, это и красивая история.
Хотя для апокалипсиса сегодня он вообще дом продал, чтобы угодить оператору Сторары, который настоял, что если не будет этих вертолетов, которые вот в начале фильма летят, если вы смотрели, то он уедет. Он и так английский не знал, но на итальянском донес ему свои условия. Поэтому есть стремление выйти на этот уровень. Мы работали и каскадерами, вот с Аланом Диамбековым, который 20 лет в Голливуде проработал, вернулся и тоже пытается, но такой опыт очень пропадает сегодня. А его опыт очень богатый, он от «Царь Скорпиона» до «Пиратов Карибского моря» участвовал в проектах таких крупных, культовых. Тому человеку есть что рассказать, чем поделиться, научить чему-то. Но опять же здесь за счет того, что все сидят, места определенные зафрахтованы, тяжело пробиваться. Здесь он уехал 20 лет назад, а все поменялось здесь. И как бы подход к работе тот, он отличается от этого. У нас каскадера как профессии в Трудовом кодексе в принципе нету. И так как мы это все изнутри изучали, мы пошли тоже поработать, чтобы тоже понимать эту кухню. Потому что это профессия, которая связана с рисками. И каскадер каскадерское ремесло, оно может быть самым безопасным, если ты с головой подходишь к своему делу. Не так прыгнешь с этого здания за 3000, и мы тебя еще подожгем. Ты, конечно, дайте мне только виски, и я попер. Нет, а зачастую в основном и такие люди есть, как бы ради работы и денег рискуют, потом случаются какие-то неприятные ситуации, и уже от этого страдают все, даже продюсера. Сценаристы так говорят, и режиссеры: если, говорят, у тебя не хватает кадров, сними обнаженную грудь и отвлеки зрителя на этот хрон. То есть это так, нас сегодня удивляет. А на самом деле гораздо сложнее снять те же самые вещи, но не прибегая к грубости, грязи какой-то. Если так посудить, в эру Голливуда женщинам вообще запрещалось оголять руку на экране. Это потом уже, когда там пошли другие процессы, потихоньку это стало. И о чем можно говорить, если в фильме Бертолуччи Марлон Брандо, эти английские названия не мое, изнасиловал актрису, которая не знала, что ее будут в кадре насиловать. И это просто снято так, наверное, честно и эстетично, что это не вызывает отвращения. Отвращение вызывает, когда ты узнаешь, что это было реальное изнасилование, и человек потом покончил жизнь самоубийством. А Брандо ему не простил, он ему сказал, что она в курсе, она, походу, была не в курсе. И сегодня попытки вот таких манипуляций зачастую смешно кажутся. Или показывают жестокость излишнюю там, где она не нужна, и человек просто шокированный выходит из зала под впечатлением. В принципе, с римской эпохи ничего не изменилось. Людям нравится зрелище и хлеб, и все. У нас есть написанный, допустим, полные метры. Вот сейчас мы, который готовим, он так написан, чтобы была возможность попробовать его без денег снять. Но на это больше времени уйдет, А время в кино – это то, на чем и делаются деньги. То есть, если у тебя 2 камеры, если у тебя группа рабочая подготовленная, ты снимаешь не неделю, а 3 дня. Соответственно, ты на этом экономишь. То есть ты, может быть, за технику больше отдаешь, но тебе не надо переставлять эту камеру, этот свет по 10 раз, чтобы снять один кадр. И в этом плане там все давным-давно выстроено. Это не надо менять, нарушать правила нужно только когда ты их знаешь. И тогда ты можешь нарушать. А правила сперва надо запомнить. Просто запомнить. И ты не придумываешь, уже колесо придумано. И никто ничего нового не создаст и не создает. Но на этих старых базовых вещах и идет прогресс. И вот есть написанный, этот андердог, это
За основу была взята история Марата Балаева. Ну, в принципе, он не один такой боец, который как бы тяжелую жизнь прошел. Но это как бы вдохновились мы этой историей. Но биографию про такого человека снимать в таких условиях это неправильно. Это надо с этим человеком пообщаться, узнать, что можно показывать, что нельзя показывать, что соответствует действительности, что не соответствует. И мы вот взяли на его основе, как бы вот этом, что спортсмен, допустим, попадает в места не столь отдаленные, и показать, что человек при всех этих трудностях не ломается и все-таки возвращается, находит путь. И внутри этой истории мы вообще собрали городские легенды наши, такие события, какие-то события, о которых, в принципе, подсознание может вспомнить, но они обернуты чуть-чуть в другую обертку, такую более художественную, ну, более выдуманную, я так скажу. Есть проект, который мы написали, это «Вольник» называется, это про детскую вольную борьбу, про парня, который болел астмой, и дедушка его отдал на борьбу, и вот как человек тоже преодолевает, становится и идет к какой-то цели. Есть несколько сериалов, они и фильмы могут быть. «Курьер» называется. Ну, не буду все рассказывать, это там коротко так пройдусь. Есть проект Лозина-Лозинский, но это такой масштабный на российском уровне проект. Есть проект исторический. Вот мы сняли как-то в 2017 году должны были снять тизер, но не получилось. И у нас получилась такая тестовая работа. То есть это исторический бой. Такой мы короткий в лесу сняли. Это однокадровая сцена была, просто потом пришлось порезать, помонтировать для себя, и мы ее слили. То есть, так как мы сами каскадеры, исторический бой никто не снимает на полной скорости с оператором и в полный контакт. Это делает так только в 3D-графике или с помощью каких-то таких спецэффектов. Либо на монтаже ты медленно замахиваешься, актер отыгрывает. И получилась такая смесь, что это новые ощущения может дать. Это еще в разработке, то есть там надо придумывать еще как схему, как двигаться оператору, в каком ритме, насколько его возможности, именно вес техники позволяет этой камере летать, манипулировать, то есть создать внутри боя драматургию какую-то. И вот тоже такие наработки есть у нас разработка и исторических наших моментов каких-то. То есть, чтобы начать такой материал, это надо все свое время туда отдать и посвятить, закопаться хотя бы на месяца 2-3 в архивах и еще месяц где-то, 2, если будем лениться, написать сценарий. То есть я уверен, что на наших скоростях на данный момент так не пишет никто. Потому что мы не киношники, мы же с КВН пришли, и мы для себя выработали свою структуру, как можно быстро написать там 90 листов, потому что мы не переписываем. Мы пишем один первый драфт, и с учетом поправок каких-то мы можем его один раз уже дописать. То есть это бессмысленно что-то написать, потом редактировать. Ты можешь сразу придумать то, что нужно, просто надо дольше посидеть. Тем более, вот я скинул недавно ролик, как Акира Куросава
говорит, а ему я верю, он 57 фильмов снял, если не больше, каждый из них повлиял на историю кинематографа. Надо превратить вот такой творческий подход не в поиск вдохновения, а просто в рутину. Каждый день пытаться, пока ты не выработаешь к этому навык. Чтобы научиться снимать кино и разбираться в кино, не нужны на самом деле там институты. Особенно сегодня ты эту теорию всю можешь прочитать и найти в интернете. Но чтобы именно научиться это снимать, рассказывать историю, то самый большой опыт это дает насмотренность и твой практический. То есть на самом деле все режиссеры, то есть до 60-х годов не было институтов кинематографии. То есть люди обладали камерами, что-то снимали. Первые режиссеры с образованием, это, грубо говоря, уже поколение Копполы, Скорсезе. То есть они уже отучились где-то у каких-то мастеров и как бы уже шли по этой как бы траектории. Но опять же, такие люди, как Тарантино, тоже не без образования. Почему выстрелили? Потому что у них очень большая насмотренность была. Он там сидел, все же эту историю знают, что он там сидел, DVD-диски продавал, а что еще делать в DVD-магазине, как не пересматривать. И откладываются какие-то моменты, и нету плохого кино или хорошего кино. Есть просто в плохом кино ты можешь найти что-то одно, что ты можешь применить в своем кино, которое у тебя сработает лучше. Но это откладывается. Ты иногда, вот у меня очень много, я иногда даже фильмы названия не помню, иногда я трейлеры просто просматриваю, и я уже понимаю, про что фильм. И уже от этого смотрю, смотреть мне это или нет. Хотя зачастую в трейлерах всегда тебе больше заманивают рекламой, но в принципе можно понимать уже на таком инстинктивном уровне. И ты сам не понимаешь, зачастую ты что-то начинаешь снимать, особенно когда у тебя нету ресурсов, тебе же приходится как-то закрывать эти дыры в твоем корабле. И ты раз, откуда-то у тебя мысль всплывает, и ты применяешь это, и у тебя раз, пазл сложился. И потом уже на монтаже ты смотришь, о, круто получилось, как помнишь в том фильме, а вот откуда у меня эта мысль пришла, оказывается. То есть это вот на таком уровне нарабатывается. Поэтому насмотренность – это самая важная часть, как в производстве кино, так и в просмотре, как зритель, чтобы воспитывался правильно. И чем больше ты хорошего кино смотришь, чем больше ты пытаешься вникнуть в суть, тем больше у тебя инструментарий твой расширяется, так скажем. И вот мы решили показы эти сделать, насколько нам наш опыт позволяет. Ребята, которые с нами хотят как бы двигаться в одном направлении. И мы разбираем после пока. Там главное не сам просмотр. Вы просмотреть фильм можете и дома спокойно, и там с друзьями где-нибудь, и в кинотеатре сесть с попкорном и просто приколоться. А там важно именно после просмотра фильма остаться. Простому зрителю у нас как бы нету, только киношники должны присутствовать. Нет, простых зрителей тоже много ходит, особенно молодых. И когда они смотрят там фильмы советские, вот мы включали «Отец солдата Мимино», они их даже не знают о их существовании, и у них вызывает это какие-то эмоции, они делятся этими эмоциями. И как бы это для нас некий фидбэк, как зритель мыслит сегодня. Допустим, здесь мы, остинский зритель, как мыслит, предпочтение его. И мы от этого тоже себе берем какую-то информацию, которая нам, может быть, поможет, когда мы что-то будем делать. Если говорить глобально, Осетия для кинематографа, она изначально создана. Почему «Властелин колец» снимали не у нас? У нас просто инфраструктуры нету. Не будут же они, даже с Москвы никто сюда не будет лишний раз везти технику, километр бензина, который встает в такие нормальные деньги, так скажем. Потому что у нас нету ни складов, у нас нету ни техники, чтобы сдавать ее
в аренду полноценной. У нас нету баз, которые пищевые базы, грубо говоря, что человек приехал в горы, там же отель рядом от съемочной площадки, и эта же съемочная площадка, это восстановленная какая-то средневековая архитектура, которая, если кино не снимается, она туристический лагерь, комплекс, в котором у нас не созданы пространства для художников, для ремесленников. Вот нам, допустим, все хотят историческое кино. Ну давайте я материал вам просто посчитаю, сколько стоит материал на более-менее нормальную кольчугу, в которой можно прыгать, падать, на клинки и на все остальное, вплоть до брошек. А кто это должен делать? И это нужно создавать целый комплекс ремесленников, связанных одной системой, одной цепью. Да, они в мирное время, так скажем, занимаются своим ремеслом, продают это, продвигают. Но раз киношники приехали, такой-то заказ. Зачем ехать в Индию, заказывать какой-то пластик, там загар получил, приехал, а этот пластик на площадке падает, сыпется, и ты видишь, что это нет. И это надо создавать школы операторские, чтобы не приходилось, и операторские, режиссерские. Вот наша подруга, моя соратница, она с Москвы приехала сюда, все бросила после того, как мы с ней пересеклись в плане работы. Она наш как бы креативный продюсер, который подогревает на нашем корабле как бы запалы. И вот она сделала бесплатно курсы, хотя и никто за это не платит, как бы человек просто оставил ту жизнь. И другие ребята мне звонят там, которые работают в кино, когда мы просто готовы приехать, просто нам горы покажи, мы приедем, привезем свое оборудование, научим по звуку. Вот мы звук на петличке такие записываем, а киношный звук, он отличается. Там девайсы, которые стоят там от 1 миллиона и выше, в зависимости от того, какие у тебя задачи, цели, что мы снимаем. Надо любить дело, делать его спокойно, честно. Если это надо будет, оно прорастет. Если не надо будет, ну так тому и быть. И как в фильме «Троя», будут помнить лишь героев, все остальное засыхает, исчезает. Ну вот, какие мы воспоминания. Мы так громко кричим об Аланах, хотя не знаем и, может, даже не все относимся. Да, хотя никто из нас не живет. Аланы не друг друга грабили, так скажем, и не убивали. Они на Рим ходили, у них мир большой был. Они уходили в другие страны. Рим, Египет, Африка, Китай и прочее можно перечислять. И как бы мы же не живем так на самом деле. У нас, может быть, есть что-то, но не до конца. А что скажут за нас тогда завтра? Вот были осетины во времена цифровизации, VR, что они сделали? Просто ставили лайки и говорили, что надо что-то менять, потому что мы потомки великого народа. А какого народа уже никто не будет помнить.